Да, мы приехали сюда по распределению как молодые специалисты. Когда мы приехали сюда, нас сразу обеспечили общежитием, и мы долгие годы проживали в комнате в общежитии. Ну, в том числе мы проживали даже вот вчетвером в одной комнате, когда у нас уже было 2 детей разнополых. Но потом постепенно, по чуть-чуть, наше положение немножко улучшалось, нам дали 2-ю комнату. Потом мы переехали в Дырнос, в полуподвальное помещение, которое также относится к общежитию. И вот в таких условиях мы прожили больше 15 лет. По сути, в благоустроенной квартире, ну вот с таким неустроенным статусом, ну вот мы проживаем последние 7 лет. И надо сказать, что вообще трехкомнатная квартира, она не только как возможность для комфортного проживания, но я ее рассматриваю как и возможность для успешной работы, потому что, по сути, я дома сейчас имею возможность работать. Поскольку я являюсь руководителем, и на работе у меня очень много таких организационных вопросов, то научную работу я, как правило, провожу дома, поскольку имеется возможность писать, когда никто не отвлекает. Ну, дело в том, что я являюсь ученым, я всю жизнь свою посвятила науке. В течение 25 лет мы занимаемся наукой, я и мой супруг. И, в общем-то, с самого начала трудовой деятельности моя работа была посвящена научной работе. И все хорошо развивалось, в принципе, научная карьера шла очень быстро, и поскольку очень хорошее образование мы получили в Санкт-Петербургском университете горном, раньше это был Ленинградский горный институт, известный, знаменитый, это первое высшее техническое учебное заведение в России. Получили очень хорошее образование, и поэтому это нам позволило достаточно быстро защититься, сначала кандидатскую диссертацию, а потом впоследствии докторскую очень быстро. И все, казалось бы, хорошо, но с единственным минусом. Несмотря на все это, мы продолжали проживать в общежитии. Ну, в общем-то, жилищный вопрос, по сути, и был основанием обращения к президенту, поскольку, в общем-то, вся моя жизнь это представляет собой хождение по мукам в связи с жилищными проблемами. И, по сути, первый ребенок до совершеннолетия у меня прожил в общежитии. Ну, постепенно мы слегка улучшали свои жилищные условия, но вот на одном из последних этапов, в 2007 году, нам распределили служебное жилье. Однако служебное жилье распределялось с большими проблемами, и были судебные процессы. И на ту квартиру, которую нам распределили, претендовала другая женщина, в результате чего я могла лишиться и этой возможности получить двухкомнатную квартиру. Поскольку в рамках служебного жилья рассматривалась еще и трехкомнатная квартира, которая никому не была предназначена персонально, а была предназначена под гостиницу. Я сначала решила попросить у своего начальства, у Коми-научного центра, распределить эту квартиру нам, поскольку наша семья в полной мере удовлетворяла тем условиям, которые необходимы были для распределения трехкомнатной квартиры. К сожалению, мне было отказано. Ввиду того, что были судебные процессы и был риск вообще потерять возможность получения двухкомнатной квартиры служебной, я решила обратиться к президенту Владимиру Владимировичу Путину. И мне ответили. К сожалению, Коми-научный центр не очень рьяно отреагировал на действия президента. Мне пришлось писать президенту 3 раза, прежде чем мой вопрос решился. То есть это было 3 письма. Но уже после 3-го моего обращения к Владимиру Владимировичу у нас в Коми-научном центре предприняли непосредственные действия для того, чтобы выделить квартиру. В результате квартира была выделена, но на таких жутких условиях, что каждый год наше проживание в этой квартире пролонгируется. Таким образом, мы можем лишиться жилья в любое время, и условия очень жесткие. Жилье это принадлежит Республике Коми, и, по сути, Коми-научный центр получил его в безвозмездное пользование. И мы имеем договор именно непосредственно с Коми-научным центром. При нашем обращении как в Коми-научный центр, как к председателю президиума, ну, к нашей дирекции, нам статус жилья так и не изменили. На самом деле это жилье собственность Республики Коми. Она, с одной стороны, не имеет никаких обременений, как это указано в документах. И, по сути говоря, когда мы подписывали договор найма на эту квартиру, я, конечно, видела эти условия кабальные, что каждый год пролонгируется договор. И, конечно, это любого человека бы испугало.
Но, как меня убедило начальство Коми-научного центра, что эта квартира впоследствии может быть приватизирована путем сначала передачи в социальный найм. Ну, в общем-то, это и сподвигло меня подписать этот договор. Но прошло уже 7 лет, как мы проживаем в этой квартире, статус жилья не изменился. Согласно условиям договора, при достижении пенсионного возраста и при выходе на пенсию, ну, получается, что автоматически этот договор ликвидируется. Поэтому мы имеем такую необеспеченность жилья, ну, непонятное существование в будущем. Как мы будем жить, где мы будем жить, не дай бог, что случится, моя семья окажется на улице. И поэтому, вероятно, я уже подготовила новый текст, и я буду обращаться вновь к Владимиру Владимировичу, потому что, судя по всему, только он может решить эти вопросы. И мне кажется, что те ученые, которые остались у нас в России, которые, несмотря на все трудности, которые есть, они продолжают заниматься наукой, двигать ее вперед, и в том числе многие из них все-таки на мировом уровне работают, включая и нас. И хотелось бы, чтобы руководство наше с большим вниманием относилось, ну, как к моей семье, так и к другим сотрудникам, которые оказались в аналогичной ситуации. Конечно, наше руководство нас убеждает, говорит, что да вы не переживайте, живите, никто вас не выгонит. Но я человек юридически грамотный, я прекрасно понимаю содержание документов. Сегодня начальник один, завтра другой. Придет кто-то третий, он может изменить свое отношение, свою позицию к этому вопросу. И понятное дело, что мы беспокоимся о будущем.